Нападки на мигрантов из Центральной Азии, а точнее из Таджикистана в России, продолжаются. После недавно вспыхнувшего скандала со статьей в еженедельнике «Аргументы и факты» стало известно о новом факте угроз таджикским мигрантам. Организация таджиков России получила письмо от националистов с требованием убираться на историческую родину. Некая группа «Народный фронт» направила письмо в Организацию таджиков России, предложив всем им подумать о возвращении к себе домой, сообщает УЗАДИ. «Мы понимаем, что миллионы таджиков накрепко осели в России», говорится в письме, «но мы предлагаем всем гостям, легальным и нелегальным, давно прописанным и недавно зарегистрированным, вместе с половинками и отпрысками спокойно и тихо возвращаться на историческую родину, к родным пенатам, не дожидаясь февраля 2017 года, так как в октябре будет уже поздно». В письме также отмечено, что не нужно будить русского медведя, который не готовится к прыжку, а ломанется внезапно от малейшей искры. Еще в августе 2013 года два липецких студента, вооружившись топором и ножом, напали на 4 узбекских мигрантов-строителей, спавших в металлическом вагончике на стройке. Проследив несколько дней за рабочими и надев маски, 16- и 18-летние студенты колледжа пошли на мокрое дело. Двое молодых людей ворвались в строительный вагончик. Дверь националистам открыл один из мигрантов, который сразу же получил удар в глаз ножом. После этого преступники зарубили топором 28-летнего его брата. Еще одного ударили топором по голове, а второму ножом проткнули легкое. В итоге одна жертва скончалась, второму удалили глазное яблоко, еще двое получили тяжелые ранения. Националист, орудовавший топором, получил 8 лет строгого режима, его напарник 7. Оказалось, что у преступника во время задержания была изъята электронная книга с закачанными в нее книгами «Азбука фашиста», «Адольф Гитлер о России и русских», некоторые рекомендации по уличному насилию, уроки террора для начинающих и тому подобная правая литература. У одного из них была обнаружена на компьютере фотография с вытянутой вперед рукой в медицинской маске.